Читаем газету «Канаш», номер 90 от 4 декабря 2020 года. Статья «Рыли окопы в лютые стужи». В деревне Каликово Канашского района проживает ровесница нашей республики Ольга Павловна Степанова. В июле нынешнего года она отметила свой 100-летний юбилей. Жизнь Улька Аппи была нелегкой. С ранних лет приучилась к труду. Получила начальное образование в 4-летней школе села в Утабусе. Девушке был 21 год, когда началась Великая Отечественная война. Ольга неустанно, не жалея сил, трудилась в колхозе, заготавливала дрова, участвовала в возведении Казанского оборонительного рубежа в районе села Алдиарово Янтиковского района. Когда в Чувашии началось строительство дорог, работала на добыче камня из холмистой местности для прокладки дороги возле деревни Караклы, доставляла песок. В 1944 году устроилась в канашскую швейную фабрику, где изготавливала одежду для солдат. До выхода на заслуженный отдых она трудилась в этой сфере и на пенсии не торопилась сидеть дома сложа руки. После 60 лет устроилась на работу сторожем. В последнее время стала замечать, как ослабевает организм. Руки-ноги уже не те, не подвластны мне. Огромную благодарность хочу выразить семье племянника Вани. Они ухаживают за мной, как за малым дитя, говорит бабушка. Улька Аппа вырыли окопы в Янтиковском районе. В следующем году исполнится 80 лет знаменательной народной стройки. Глава Чувашии Олег Николаев 2021 год объявил годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Какими вспоминаются эти времена? Что поделаешь, в те тяжелые времена все жили так. Трудились до изнеможения, на пределе и за пределом человеческих сил, считая это не подвигом, а своей ежедневной войной. Оружием в тылу стали лопата, вилы и грабли. В стране вовсю гремела война. Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, руководство страны приняло решение на случай, если немцы пройдут дальше, возводить оборонительные рубежи в глубоком тылу. Окопы копали в лютые морозы. Мерзлую землю долбили с помощью лома и отбрасывали комья лопатой. Местами сооружали для лопат землянки убежища от снарядов и бомб. В этом важном для государства деле непосредственное участие принимал и мой отец, Павел Степанович Степанов. Он доставлял на лошадях дрова из леса. Раньше ведь ни землеройных, ни грузовых машин не было. Всю работу приходилось выполнять вручную. На строительстве линии обороны в поте лица трудились молодые люди от 16 лет и старше. Когда юноши достигали призывного возраста, их отправляли на фронт. Женщины и подростки работали по 10 часов в день в 40-градусные морозы. В то время выходных не было. Ольга Павловна, а где вы ночевали? Я, мой отец и соседский парень ночевали у одной одинокой женщины. Ночью, чуть перекусив, сразу ложились спать. Мы за день так уставали, что засыпали крепким сном. У этой женщины было 2 маленьких детей. Потом, через много лет, я узнал, что они оба стали летчиками. Сосед Леня от непосильной работы тяжело заболел, даже ослеп. Моя собеседница, видимо, устала от печальных воспоминаний, затихла и, погрузившись в свои мысли, больше не пожелала продолжить разговор. По данным архивной книги, Сурский рубеж обороны соорудили по правобережью рек Сура, Уза, Няньга, Чердым на территории Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Организовали 6 военно-полевых сооружений, 4 по Сурскому строительному рубежу с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре и 2 на Казанском направлении, в селах Октябрьское и Янтиково. Процессом руководили в Чебоксарах. Всего было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 человек конных. Ежедневно на строительстве трудились в среднем 85 тысяч человек, а в отдельные периоды эта цифра доходила до 110 тысяч человек. И за 45 дней сделали практически невозможное. Построили 380 километров оборонительных конструкций. 21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел Берии была послана телеграмма. Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено. Объем вынутой земли 3 миллиона кубических метров. Отстроено 1600 огневых точек, дзотов и площадок, 1500 землянок и 80 километров окопов с ходами сообщений, противотанковые рвы, эскарпы. Статья Юрия Никитина. Читал Павел Демин.